грамотные, очень знающие борьбу, очень объективные, честные. Я это по своему опыту хорошо знаю, я много раз боролся в Бурятии, поэтому огромное вам спасибо за вашу любовь и преданность нашему виду спорта. Коллеги, вопросы? Да, можно вопрос? Игорь Барышев, телеспорт.ру. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, случилось в поединке между Магомедом Рамазановым, который имел огромное преимущество, но в итоге его упустил и проиграл схватку? Магомед Рамазанов впервые выступал в этой весовой категории. То, что он добрался до полуфинала, это неудивительно. При его уровне борьбы он участник и призер чемпионата мира весовой категории 79 килограммов. Чемпион России, по-моему, даже неоднократно в этой весовой категории. Потом перешел в 86. И, по моему мнению, в этой схватке он имел преимущество. К сожалению, он его растерял за очень короткий отрезок времени. Сожалею, потому что я всегда болею за класс борьбы. Да, то есть по классу, по технике, по содержанию борьбы в этой схватке он был хорош. Он показал уникальные несколько приемов, провел он, которые я давно во время соревнований не видел, где-то, может быть, во время тренировочного процесса и встречаются, но, к сожалению, не смог удержать своего преимущества. Его соперник Артур Найфонов, он не менее опытный борец, тоже многократный победитель и призер чемпионатов России уже в данной весовой категории. И он подтвердил свой класс до последних секунд, не сдавался, значит, верил в свою победу. А вера в победу – это главная составляющая для достижения победы. То есть объективно, конечно, последние действия будут болельщики интерпретировать по-разному. Тем не менее, судейский корпус четко отработал, и заслуженная победа на Найфонова. Мусар Хамидович, скажите, все-таки когда изменились правила борьбы, раньше боролись там по 9 минут, сейчас она стала более скоротечной, но высказываю такое мнение, что потерялось это качество борьбы, когда мало очень бросковых моментов, то есть приемов таких. К сожалению, в процессе развития наш вид спорта потерял много из технического арсенала. Да, вы правы. Сегодня мы, к сожалению, мало видим амплитудных, красивых, зрелищных приемов, которые зрителям нравятся. Но это, наверное, связано еще с тем, что сам вид спорта, он развивается, динамика выше, уже те технические действия, которые вчера можно было исполнить, сегодня уже они всем известны, и к ним уже более тщательно подготавливаются, и сложно уже раскрыть борца и провести такие технические действия. В общем, то, что касается изменения правил, я приветствую, но я считаю, что борьба сегодня не совсем успевает за изменяющимся ритмом жизни. Сегодня уже болельщик совсем другого, требует совсем другой картинки, требует уже совсем другой динамики, другого временного формата. Да? То есть если раньше по несколько дней сидеть в зале, с удовольствием смотреть схватки могли в любом регионе, сегодня, наверное, редко какие регионы могут похвастаться тем, что в классическом виде вольная борьба собирает целые залы. Поэтому нам предстоит еще много менять в формате проведения соревнований, много придется менять изменений, чтобы соответствовать сегодняшнему веянию времени, чтобы соответствовать той медийности, которая востребована сегодня для зрителя. И поэтому у Федерации спортивной борьбы России, у международного мира борьбы большие впереди задачи. Надеюсь, что в решении этих задач они будут иметь успех.
Спасибо. Вячеслав Анатольевич. Можно? Можно повторить, пожалуйста? Министру Не задайте, все ли пожалуйста. Да, можно министру Вячеслав как раз Анатольевич, вопрос. там Можно вот буквально какие-то вот результаты все-таки сегодняшнего дня? 6 спортсменов наши бурятские выступали, но не дошли до вот даже до полуфинала, где-то выпали. Скажите, почему? Какая причина все-таки? Вот? Да, к сожалению, сегодня 6 наших спортсменов, выступающих в весовой категории 57 килограммов, показали не очень хорошую борьбу, но я думаю, это закономерно. Именно в этой весовой категории у нас есть определенный спад, но в любом случае эти ребята получили определенный серьезный опыт, и они те ошибки, которые сегодня совершили, учтут, и в будущем, я думаю, что они реабилитируются. В любом случае, это опыт, который им поможет в будущем. В тех весовых категориях, которые боролись ребята в тяжелых, там мы понимали, что шансов у ребят нет. Молодые, неопытные ребята, от них мы, к сожалению, результатов не ожидали. Но, повторюсь, это опыт, серьезный опыт проведения участия в таких соревнованиях всероссийского, тем более чемпионат России предолимпийский, когда все звезды борются на этом направлении. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вас удивило вот сегодня... Нет, пожалуйста, не уходите. Еще будут вопросы. Да, удивила вас такая шикарная посещаемость турнира с учетом всех условий, да, последнего года, тех условий, в которых мы сейчас живем, коронавирусные все наши проблемы. Удивила ли вас эта посещаемость и как вы вообще оцените, зрительский интерес? Абсолютно не турнира? удивило. Это предолимпийский чемпионат России. Это ведущие спортсмены всей нашей страны. И борьбу в Бурятии любят. Борьба в Бурятии один из самых главных базовых видов спорта. И, конечно, после пандемии люди соскучились по яркой, зрелищной, красивой борьбе. И то, что сегодня присутствуют в этом зале такие величайшие спортсмены, как Буйвасар Хамидович и другие олимпийские чемпионы. У нас билеты продавались в 3 этапа. Каждый этап по 15-20 минут. Через 15-20 минут билетов уже не было. Так что нужно почаще проводить чемпионаты России в нашей республике. Дай Бог, дай Бог. Ваша оценка подготовленности Бурятии к чемпионату? В первую очередь мне хочется поздравить столицу республики, вообще весь бурятский народ, весь бурятский спорт с наличием вот такого шикарного дворца спорта. Бытность моим спортсменам, когда я боролся в Бурятии, в гораздо скромных спортивных сооружениях приходилось нам выступать. Это большое достояние Министерства спорта, искренне рад этому. И организация, помимо того, что классической, правильной организацией турнира сегодня никого не удивишь. Тот нерв, та атмосфера, которая присутствует на трибунах в Бурятии, она своеобразна. Я ее хорошо знаю. И сегодня, как сегодня сказал министр, то, что любовь к этому виду спорта сохранилась в массах, меня это очень радует. И меня это обнадеживает в плане будущего бурятской борьбы. Богатой борьбы, традициями богатой, историей, именами. И есть фундамент, на котором можно строить дальнейшее развитие этого вида спорта. И я уверен, что бурятская борьба еще скажет свое веское слово. Спасибо большое. Можно еще один вопрос о телеспорте? Давай завтра. Спасибо.